Продолжаем эфир нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. Начнем с курса валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 63 рубля и 71 копейку. Евро остановился на отметке в 70 рублей и 13 копеек. Касаемо обмена доллара, в Якутске выгоднее всего покупает Восточный банк за 63 рубля 78 копеек, а продает Россельхоз за 64,10. В выгодном обмене евро по обеим позициям лидирует все тот же Восточный. Покупает европейскую валюту за 70 рублей и 20 копеек, а продает за 70 рублей и 65 копеек. Единственный на материковой части Дальнего Востока комплекс по производству сжиженного природного газа, сокращенно СПГ, в Якутии планируется вывести на производство 260 тысяч тонн в год до конца 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций. Комплекс по сжижению природного газа в Якутии был запущен в 2016 году. Он расположен на правом берегу Лены на территории железнодорожной станции Нижний Бестяк. Благодаря комплексу Якутия стала экспортером газа наравне с Ямалом и Сахалином. В начале ноября была отправлена первая партия газа в Монголию, 36 тонн. Его отгрузили в криогенных танк-контейнерах со станции Нижний Бестяк. По информации агентства, компания СПГ в Якутии планирует получить статус резидента Торг-Ангаласы, что предоставит существенные преференции для резидента в налогообложении. Планируется, что заявка будет подана до конца текущего года. У выпускников детских домов может появиться больше вариантов получения положенного им по закону жилья. Минпросвещение занято разработкой проекта, который позволит детям-сиротам приобретать жилье там, где им удобно, а не там, где выделят по факту. Сейчас, по данным ведомства, своей очереди на квартиры ждут около 175 тысяч детей-сирот старше 18 лет. Одно из предложений, которое сейчас активно обсуждается, это разрешить выпускникам интернатов покупать жилье за свои деньги, накопленные за время пребывания в учреждении, а потом получить от государства компенсацию за эту покупку. Якутия вступает в движение молодые профессионалы WorldSkills по 6 компетенциям. Что это за компетенции и много ли участников? Все подробности узнаем у Полины Долинской. Полина, здравствуй, и тебе слово. Здравствуй, Василий. Сейчас мы находимся в Якутском автодорожном техникуме, где и проходит 8-й открытый чемпионат по компетенции обслуживания грузовой техники. Прямо сейчас за моей спиной вы можете видеть, как один из участников справляется с заданием конкурса. Конкретно задача, которая поставлена перед ним, это выявить неполадки в коробке передач автомобиля КАМАЗ-5320. Соревнования проходят не только на качество, но и, конечно же, на скорость. В течение 3 часов на 4 модульных площадках молодые специалисты должны выявить неполадки в агрегатах, ну и, конечно же, их устранить. В этом году своих представителей на данном соревновании представили Ленские, Кобяйские, Намские, а также Верхневилюйские районы и представители общеобразовательных учреждений города Якутска. Главный эксперт Алексей Семенов рассказал нам, какие же основные задачи у этого мероприятия. Предлагаю послушать. В этом году мы проводим этот чемпионат по 2 возрастным категориям. Это молодые профессионалы, 16 лет до 22 лет, и навыки мудрых, 50+. Здесь участвуют те, которые по возрасту 50 и более лет. Заявлены 7 участников по возрастным группам. Цели, задачи нашего чемпионата молодым профессионалам, студентам образовательных учреждений более широко и познать автомобильную технику, совершенствовать свои навыки и потенциалы в данном профессии, да? В
В этом году в данной компетенции добавились и нововведения. В этот раз в свое участие принимают две возрастные категории. Первая возрастная категория – это юноши от 16 лет, молодые специалисты. И вторая категория – 50+. Это навыки мудрых. Более взрослые и опытные специалисты поделятся своим опытом, расскажут о своих навыках и, конечно же, проведут мастер-классы. Победитель сегодняшних соревнований не только получает право представлять Якутию, а также участвовать в полуфинале, который пройдет в апреле следующего года в городе Ульяновск. Также у него есть все шансы для того, чтобы попасть в финал, который будет проходить в августе уже в городе Кемерово. На этом у меня все. Василий. Полина, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее и возвращаемся к теме экономических событий. Одобрен закон, согласно которому с 1 июля 2020 года продавцы электроники будут должны предустанавливать на гаджеты российское программное обеспечение. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, какое именно оборудование попало в этот список? Ну, Василий, приветствую. К сожалению, а может быть и к счастью, правительство еще не определило список электронных товаров, на которых распространится действие закона. И ожидают эксперты увеличения количества нелегально ввезенных смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов на территорию страны. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Совет Федерации одобрил закон, по которому продавцы гаджетов с 1 июля 2020 года будут должны предустанавливать на них российское программное обеспечение. Позднее правительство определит все-таки перечень электроники, на которую нужно будет устанавливать российский софт. Против принятия законопроекта выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Раттек». Там предупредили, что закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически. К примеру, на операционную систему Apple iOS нельзя переустанавливать ничего стороннего. В компании Apple заявляли вообще, что они готовы уйти с российского рынка. Эксперты полагают, что после вступления закона в силу страну наводнят нелегально ввезенные смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Строительство моста в Якутии через реку Лену может начаться уже в первом квартале 2020 года. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрихов в Совете Федерации. По его словам, Федеральное дорожное агентство поддержало проект моста. Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов – железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения – это Вилюй, Лена и Колыма. Банкам и микрофинансовым организациям могут запретить предлагать клиентам кредитные договоры, которые по умолчанию предусматривают согласие клиента на страховку или другие дополнительные услуги. Такие поправки в закон о потребительском кредите депутаты внесли в Госдуму. Авторы инициативы предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без нее, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них. Кроме того, кредиторам запретят получать согласие от заемщика на дополнительные услуги в заранее напечатанной шаблонной форме. Тем временем Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств провела исследование и выяснила, что должники стали чаще сталкиваться с коллекторами уже после полугода неуплаты взносов по кредитам. В первые 9 месяцев этого года кредитные организации передали профессиональным взыскателям кредиты с просрочкой от полугода до 3 лет, так называемые молодые долги, в 2 раза чаще, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом крупные банки из топ-30 стараются самостоятельно разобраться с проблемными кредитами, не привлекая третьих лиц. В Росбанке, например, отметили, что в 98% случаев это удается. А производитель люксовых товаров Louis Vuitton договорился, наконец, о покупке американской ювелирной компании Tiffany & Company за 16 миллиардов 200 миллионов долларов. По информации источников, переговоры шли около месяца. За это время Louis Vuitton увеличила предложение почти на 13%. Подробности расскажет Анастасия Дмитриева. Компания Louis Vuitton Moet Hennessy купит Tiffany. Сумма сделки – 14 миллиардов 700 миллионов евро или 16 миллиардов 200 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте LVMH. Таким образом, французский холдинг заплатит за каждую акцию американского производителя ювелирных украшений $135, примерно на 13% выше первоначального предложения, которое, как сообщали источники Рейтер, поступило в конце октября.
Покупку одобрили советы директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка завершится к середине 2020 года. Слияние укрепит позиции французской компании на ювелирном рынке и усилит присутствие ее брендов в Соединенных Штатах, отмечается в сообщении. Холдинг со штаб-квартирой в Париже производит предметы роскоши под торговыми марками Кристиан Диор, Луи Виттон, Живанши, Герлен, Шоме, Мойте Шандон, Хеннесси и другие. В 2011 году ЛВМH купила производителя украшений Булгари за 5 миллиардов 200 миллионов долларов. При этом ювелирное направление компании все равно показывает довольно медленный рост в сравнении с другими подразделениями. Тиффани, базирующаяся в Нью-Йорке и известная своими обручальными кольцами, управляет более чем 300 розничными магазинами по всему миру. Компания основана в 1837 году. В 1961 еще большую славу марки принес фильм «Завтрак у Тиффани» с Одри Хёбберн в главной роли. Но сегодня бизнесу мешает падение интереса к продукции, укрепившийся доллар и торговая война с Китаем, который летом повысил ввозные пошлины на американские товары. На фоне сообщения о сделке утром в понедельник акции ЛВМH выросли на 1,8%. А в рамках борьбы с зарплатным рабством Банк России предлагает ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но уже открытый в другом банке. Помимо предоставления работнику права на бесплатный вывод денег с зарплатной карты, Центробанк хочет дать возможность получать зарплату через систему быстрых платежей по номеру телефона. Указывается, что благодаря этой технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка. Еще один предложенный регулятором способ борьбы с зарплатным рабством заключается в инициативе вводить несколько зарплатных банков на выбор в госорганах и госкомпаниях. По сути, закон об отмене зарплатного рабства был принят еще в 2014 году. Тогда президент Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель. Тем не менее, фактически принятый закон так и не решил эту проблему. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, ну а я прощаюсь с тобой до следующих выпусков. Передаю тебе слово. Спасибо, Иван. А я напомню, что с экономической ситуацией в стране нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну, а мы двигаемся далее. Автомобиль повредил теплотрассу в Алданском районе Якутии. Самосвал Хова в поселке Нижний Куранах сбил компенсатор, который гнал тепло в 20 частных жилых домов, в которых проживало 35 человек. До этого нареканий на тепло не было. Также отмечается, что в настоящее время ведутся восстановительные работы. Семья с 6-летним сыном в течение 5 лет вынуждена ходить на улицу через форточку. Почему они оказались замурованными в собственном жилье? В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Она с нами на прямой связи. Ульяна, здравствуй. Находясь в этой квартире и уже успев пообщаться с семьей, которая там живет, расскажи, почему в течение 5 лет родители с маленьким ребенком вынуждены жить в таких нечеловеческих условиях? Добрый день, добрый день. Мы как раз-таки сейчас находимся по улице Билибина, где вот в этом вот доме живет семья Чепелянских. А вот как раз-таки за мной та самая форточка, которая на протяжении уже многих лет служит входной дверью для этой семьи. И они действительно вынуждены водить 6-летнего сына в детский сад именно вот через эту форточку. И мы как раз-таки узнали у самого Владимира Чепелянских проблему. И вот что он нам рассказал. Ну, а что же скажешь это? Короче, после инсульта мне ноги плохо работают. Вот. Ну и, в общем-то, ходьба вот это, конечно, не очень такая удобная вещь. Вот. Ну, да и вообще, честно, нечего. Тут дело в том, что даже лишние вещи, типа вот, тумбочки, шкафы, допустим, это самое, можно было меньше, таких не пропихнешь, это надо здесь ломать и выкидывать. Как признается сама, получается, жена Владимира Чепелянских, в этой квартире он проживал с мамой с 2005 года, ну а в 2011 году он узнал о том, что мать его не является хозяйкой этой квартиры, а собственником является его родная сестра, точнее даже не сестра, а ее дочь Кристина.
переделав, получается, получив дарственную на эту квартиру, родная сестра и ее дочь отрезали всю эту, сделали вот такую вот... Получается, забетонировали всю эту стену, отрезали их от санузла и от кухни, оставив им одну лишь комнату в 10 квадратных метров. И теперь из-за этого семья, получается, вынуждена водить ребенка через вот эту вот самую форточку. Мы связались с уполномоченным по правам человека в республике Сардана Игурьевой, которая взяла всю эту ситуацию под контроль и уже направила письменное обращение на адрес мэра республики. Ну и мы, конечно, тоже, в свою очередь, не оставим всю эту ситуацию и обязательно сделаем вторую часть сюжета с привлечением всех соответствующих органов. Сейчас семья прошла уже несколько судов. Они пытаются доказать суду, что квартира получена незаконным образом. Во второй части квартиры сейчас проживает дочь Кристина, которая, получается, является двоюродной сестрой этому мальчику и каждый день наблюдает за его мучениями и также не хочет прилагать никаких усилий, чтобы хоть как-то решить всю эту ситуацию. Более того, суд в 2016 году обязал их решение вынес в пользу семьи Чепелянских и обязал снести вот эту вот стену, чтобы предоставить доступ к кухне и к санузлу, но судебные приставы до сих пор даже этот вопрос еще пока не решили. У меня все. Да, Ульяна, спасибо за информацию. Будем ждать ответов от профильных ведомств. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. И мы переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Полицейские в Якутске по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля. 31-летний местный житель сообщил, что из салона припаркованной машины украли его телефон. Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний уроженец Хангаласского района. Подробности узнаем у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, расскажи, каким образом удалось проникнуть злоумышленнику в автомобиль и украсть телефон. Да, Василий, здравствуй. Как выяснили полицейские, потерпевший мужчина вышел на несколько минут из машины в магазин и забыл закрыть за собой дверь на ключ. Этим, собственно, и воспользовался злоумышленник. Проходя мимо, он увидел, что в машине лежит мобильный телефон, открыл дверь и украл. Он сдал его в ломбард за 1500 рублей, и сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские пресекли продажу наркотика «Скорость». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД возле подъезда одного из жилых домов обнаружили оборудованный тайник, в котором обнаружили полимерный пакетик с кристаллообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «Скорость» весом свыше 1 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники наркоконтроля в момент оборудования очередного тайника задержали мужчину и женщину. Установлено, что 27-летняя менеджер одного из банков через интернет вступила в сговор с неизвестным и согласилась на его предложение заняться распространением наркотиков на территории Якутска путем оборудования тайников. Вскоре она привлекла своего 28-летнего сожителя, организатора рэп-концертов. Выяснилось, что они и сами употребляли наркотики. При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято еще свыше 25 грамм скорости. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». На данном этапе предварительного следствия подозреваемые признали, что за месяц оборудовали около 100 тайников с наркотиками и смогли извлечь преступный доход на сумму не менее 400 тысяч рублей. В отношении женщины, с учетом того, что она является матерью 2 малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина водворен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается. В Якутске раскрыли кражу обручального кольца. О преступлении заявил местный житель. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Выяснилось, что ночью потерпевшему и подозреваемому довелось отдыхать в одном и том же баре. Потерпевший перебрал и уснул за столом. Этим и воспользовался злоумышленник. Он заметил золотое кольцо на безымянном пальце у соседа за столиком, снял его и скрылся с места происшествия. Дорогостоящее украшение он сдал в ломбард. В его отношении возбудили уголовное дело. В Верхневилюйском районе установлены подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью. О происшествии сообщили из больницы, в которую обратился мужчина с травмой головы, ушибами и синяками. Подозреваемыми оказались ранее судимые безработные 35 и 36-летние местные жители. В день происшествия 35-летний подозреваемый в компании
выпивал в компании приятелей. Во время застолья между ним и его знакомыми произошел конфликт, переросший в потасовку. Обидевшись, злоумышленник ушел, но решил отомстить. Он рассказал о случившемся своему приятелю и заручился его поддержкой. Выпив еще, подозреваемые с другом ночью вернулись в дом, где несколько часов назад отдыхали со знакомыми. Выломав запертую дверь, мужчины проникли внутрь, разбудили спавших людей и стали предъявлять свои претензии. Во время возникшей потасовки подозреваемые и избили потерпевшего. В их отношении возбудили несколько уголовных дел. Их обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В Алданском районе местную жительницу осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Женщина поставила на учет по месту пребывания в своем доме 4 иностранных граждан. Фактически они проживали по другому адресу. Суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Водителю грузовика, в котором британская полиция в октябре нашла мертвых мигрантов, предъявили часть обвинений в суде. Он признал вину по 2 пунктам из 43 предъявленных. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Водитель грузовика, в котором месяц назад были найдены тела 39 человек, признал вину по 2 пунктам – в пособничестве незаконной иммиграции и владении собственностью, приобретенной преступным путем. Моррису Робинсону предъявили обвинение по видеосвязи. Сам он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне. В общей сложности мужчину обвиняют по 43 эпизодам, включая убийство всех пассажиров. Ранее Робинсон заявил в суде, что уже 1,5 года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию. Фуру с телами полиция графства Эссекс обнаружила 23 октября. Погибшие лежали в прицепе-рефрижераторе, температура в котором могла достигать минус 25 градусов Цельсия. Старшему из них было 44 года, 2 по 15 лет. По данным следствия, все они были гражданами Вьетнама. Помимо Робинсона, под следствием находится 23-летний Кристофер Кеннеди. Его обвиняют в организации нелегальной миграции людей с целью эксплуатации. Следующее слушание с участием Робинсона назначено на 13 декабря. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юрий, спасибо, держи нас в курсе. Обзор чрезвычайных происшествий для нас провел мой коллега Юрий Осипов. Двигаемся далее. По итогам 10 месяцев этого года на дорогах Якутии зарегистрировано 702 дорожно-транспортных происшествия. 73 человека погибли и более 900 получили различные травмы. Об этом сегодня было сказано на круглом столе, посвященном проблемам обеспечения безопасности грузопассажирских перевозок в регионе. Организаторами мероприятия стали Московский экспертный центр «Движение без опасности». Они предлагают внедрить новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог. Помимо этого, они проведут семинары для водителей, призванные повысить их профессиональные навыки, что в последующем обеспечит безопасность на автомобильных дорогах. Здесь еще такой момент, что когда ты профессиональным водителям даешь и навыки того, как избежать каких-то трагичных последствий с легковым транспортом, ты, собственно говоря, делаешь такую значимую инвестицию в целом в общество. Потому что то, что не сможет исправить, допустим, водитель, который, собственно говоря, обычный водитель, да, потенциально может исправить водитель грузопассажирской техники, который будет управлять, потому что он будет предупрежден, он будет, соответственно, иметь определенные навыки защитного вождения, ну и, собственно говоря, более профессионально в этой области. Небо над Якутией объединят. Речь, конечно же, идет о контроле за полетами над республикой. На сегодняшний день эта территория разделена на 3 части. Самую большую контролирует Якутск. Сейчас в службе управления воздушным движением работает наша съемочная бригада и готова рассказать и показать работу авиадиспетчеров. Сарглана, здравствуй, ты в эфире, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Василий. Да, мы сейчас находимся в службе управления, и мы сейчас идем в одно из самых интересных мест службы, но об этом чуть позже. До этого мы побывали уже в других пунктах и поговорили с работниками, которые рассказали нам о том, как происходит здесь работа в пункте. Так, зона ответственности разделяется на несколько частей, и то, что происходит на аэродроме, управляет вышка, которую, наверное, видел каждый, кто
приземлялся или взлетал из аэропорта Якутск. Там сидят диспетчеры и контролируют за всем движением, которое происходит на аэродроме Якутск. Дальше берет бразды правления зона старта. Она находится непосредственно уже у самой взлетно-посадочной полосы. А когда уже самолет взлетает из аэропорта, то принимают на себя ответственность зона круга. Ее зона ответственности входит в радиусе 150 километров от Якутска в воздушном пространстве. То есть, когда самолет идет на взлет или посадку, снижение или набор высоты. Давайте послушаем подробнее, что нам рассказал о работе службы руководитель Николай Привалихин. На данный момент диспетчеры районного центра обслуживают воздушное пространство на территории Якутии, где-то примерно 2/3 территории. С 5 декабря будем обслуживать полеты над всей территорией республики. Такое у нас мероприятие. Персонал подготовлен полностью на всех диспетчерских пунктах. Для того, чтобы работать диспетчером, необходимо пройти специальное обучение в учебных заведениях. Это среднее учебное заведение, высшее учебное заведение. Кроме того, диспетчер обязательно проходит медицинское обследование, то есть он должен соответствовать всем параметрам по состоянию здоровья. Также требования к диспетчерам, которые работают с иностранными воздушными судами, с экипажами, требования знания английского языка на уровне 4-го рабочего уровня. И, естественно, персонал службы управления воздушным движением должен обладать необходимыми теоретическими и практическими знаниями и навыками. Естественно, по требованию к диспетчерам еще немаловажный фактор, что нужно вести здоровый образ жизни, злоупотребление алкоголем, наркотиками – это вообще недопустимо. Весь персонал службы движения соответствует этим требованиям. Да, вот сейчас мы как раз подходим о том, о чем я говорила до этого. Один из самых интересных пунктов службы. Сейчас зайдем, и здесь нужно быть предельно тихими, чтобы не мешать диспетчерам их работе. Подробнее нам о работе диспетчерской расскажет начальник районного центра. Районный центр, он управляет всеми самолетами, которые сейчас находятся на территории республики. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что входит в зону обязанностей районного центра? Сначала мы начнем от того, что все обыденные пользователь знает, что самолет взлетел с аэропорта и все, вроде как его дальше. Но дальше получается, что у нас он постоянно находится в воздухе, и кто-то за ним должен присматривать, контролировать. Это диспетчера районного центра управления воздушным движением. Они осуществляют контроль за воздушными судами, которые находятся в верхнем воздушном пространстве, которые взлетели и разлетаются по всей территории. Так сложилось исторически, что территория Республики Саха-Якутия у нас очень большая, площадь более 3 миллионов квадратных километров, воздушное пространство наше. И у нас получается самый кратчайший маршрут сейчас проложенный из Юго-Восточной Азии в Северную Америку и с Японии в Европу. Самый кратчайший маршрут. И очень выгодно летать через нас. И сейчас можем посмотреть, какие движение у нас получается именно идет с Юго-Восточной Азии, в Юго-Восточную Азию, с Северной Америки. Получается, сейчас над небом Якутии, над территорией Якутии пролетает больше самолетов, чем принимает и выпускает отсюда аэропорт Якутск. Конечно. В среднем в сутки у нас получается, наш районный центр обслуживает порядка 500-400 воздушных судов в сутки. Это если в аэропорту вылет порядка 60-70, а здесь у нас получается за сутки 500-600 воздушных судов. Это в среднем, в основном, если транзитные воздушные суда, это Боинги, получается, Airbus, где порядка в каждом находится 300 пассажиров, это минимум, а может и больше потому что летают и двухэтажные А380 у нас здесь. И основная задача диспетчера — это обеспечить безопасность полетов. Это выдерживание установленных интервалов,
как по вертикальному, по горизонтальному расстоянию, чтобы воздушные суда между собой не сталкивались. Также, чтобы не было столкновения с земной поверхностью. Вот у нас, к примеру, там отдельно находится пункт. Это малая авиация, которая вот здесь у нас летает по нашей республике. Это вот самолет Ан-2, Ми-8, мы все это делаем. Также вот обеспечиваем и санзадание, все это вот. Здесь вот у нас вот самые протяженные сектора наши. Вот здесь вот все. Вот этими вот голубыми значками у нас видны самолеты, да, если я не ошибаюсь. Да, И что за данные там выводятся? Здесь выводится его позывной, номер рейса, высота, его место, маршрут можно посмотреть. Все, практически вся информация о нем, какая может иметься, вся вот, можно весь маршрут его просмотреть практически от момента вылета. А что делает диспетчер? Он как-то корректирует, может скорректировать маршрут или сказать ему какие-то... В случае каких-то нужных ситуаций, к примеру, потому что бывает, что они, когда идут по одному эшелону на одной высоте, для всех, чтобы было понятно, они бывают, что один быстрее летит, второй медленнее, они бывают друг друга догоняют. И диспетчер, оценив ситуацию, что идет какая-то ситуация на догон, и он запрашивает скорости специально и регулирует, там, кому-то увеличивает, кому-то побольше делает. И вот так вот. Если это уже мера не помогает, диспетчер изменяет высоту полета. Но это уже старается как-то, ну, такие редкие случаи, стараемся как-то более вот по высотам все это разводить, чтобы... И вот плюс бывает там, что да, где-то может быть чуть-чуть, как говорится, ну, сейчас нельзя, это, ну, там погоду, что-то, обход опасных метеоявлений, когда, к примеру, гроза по маршруту, там обледенение или еще что-то. И экипажи обходят это, и диспетчер все это разрешает, контролирует. Ага, спасибо большое. Мы пойдем дальше. И здесь, как мы видим, очень тихо, и вопреки всем стереотипам, что в диспетчерских шумно и друг с другом переговариваются, здесь придерживаются полнейшей тишины, чтобы не мешать никому лишней информации. И уже в скором времени, пока из этого пункта контролируется только 2/3 части воздушного пространства над Якутией, но уже совсем в скором времени воздушное пространство у нас объединится в одно целое, и все небо будет контролироваться вот именно из этого места, из этого пункта. Ну а подробнее уже о будущих планах, которые у нас у службы такие грандиозные, насколько я знаю, расскажет нам заместитель директора Павел Качулис. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас впереди не только на ближайшую перспективу, но и дальнейшую? Ну, 5 декабря нам предстоит открыть 4 дополнительных места, 4 дополнительных сектора Якутского РЦ, которые, в принципе, подведут итог нашей более чем 10-летней работы по укрупнению, созданию Якутского РЦ в укрупненных границах, в укрупненном районе ответственности, как сейчас принято говорить. Тем самым мы обеспечим обслуживание воздушного движения из единого зала РЦ над всей территорией Якутии, над частью акватории Северного Ледовитого океана, приграничной полосе, которая доверена нашему филиалу. Также мы стремимся к тому, чтобы обновить уже интерьеры, переехать в новое здание центра, которое сейчас у нас активно строится. На сегодняшний момент уже подготовлены помещение под размещение технологического оборудования. Оно находится не так далеко от основного центра, поэтому вот этот зал, он будет играть роль резервного центра, резервной системы, когда мы запустимся уже совершенно на другом оборудовании, в новом качественном уровне. Начнем еще, помимо обслуживания воздушного движения, планировать сами напрямую взаимодействовать с главным центром, который у нас расположен в городе Москва. То есть мы придем к тому, что в 2021 году полностью обслуживание воздушного движения, планирование использования воздушного пространства перейдет в единый центр в городе Якутске.
Здесь мы видим уже свободные места, которые, насколько я подозреваю, это готовится к переходу новому формату работы, к управлению небесным пространством, уже только вот централизованно с этого пункта. Вот можете рассказать, пожалуйста, об этом чуть поподробнее? Совершенно верно. Мы начинали нашу работу в 2006 году, когда на территории Якутии было 9 вспомогательных районных центров и 9 районных центров. Постепенно процесс укрупнения уменьшал количество вот этих вспомогательных центров, районных центров. На сегодняшний день у нас остаются в работе РЦ «Якутск», в котором мы сейчас присутствуем, и РЦ «Мирный» в составе 2 секторов, и РЦ «Чульман» в составе 2 секторов. Здесь мы видим 4 рабочих места, предназначенных как раз для переноса ответственности сюда, в город Якутск. Коллектив уже потихонечку собираем. Люди, изъявившие желание перевестись и продолжить работу в качестве диспетчеров района, они прибыли, изучают пробелы, восполняют те, которые у них еще на сегодняшний момент остались по знанию оборудования. В целом они с ним знакомы. Но здесь есть еще некоторые тонкости, которые сейчас отрабатываются. И 5 числа эти места займут, 5 декабря займут специалисты. Мы начнем работу. Хорошо, спасибо большое за такой подробный рассказ. Я надеюсь, что уже в скором времени ваши планы все претворятся в жизнь. Вот такой вот небольшой экскурс по службе управления воздушным движением. Скажем, мы открыли зрителям, наверное, одну из таких закулисий, куда не всем предоставляется доступ. И это только самая маленькая часть, которая происходит здесь, в аэропорту Якутске, в службе управления воздушным движением. У меня на этом все. Василий, тебе слово. Сарглана, обзор не назвать небольшим, очень подробная информация. Спасибо за нее. Ну а мы переходим к обзору мировых новостей. Жители столицы Индии, Нью-Дели, которые последние несколько недель страдают от сильного загрязнения воздуха, наконец почувствовали незначительное облегчение. Второй по численности населения мегаполис страны окутан смогом уже больше месяца. О ситуации подробнее. Анастасия Дмитриева. Дышать стало легче, но воздух все еще сильно загрязнен. Жители столицы Индии, Нью-Дели, в понедельник отметили, уровень загазованности в городе снизился, усилившийся ветер немного рассеял смог в мегаполисе. Впрочем, индекс качества воздуха по-прежнему остается на нездоровом уровне. В дипломатическом районе на юго-западе города датчики утром показали 185 пунктов, при норме почти в 2 раза ниже. Но горожане рады даже малейшему оздоровлению экологической ситуации. В настоящее время стало получше. Не чувствуется жжение в глазах и немного прояснилось. Сегодня воздух чуть-чуть чище. Я хожу на пробежки каждый день и сегодня даже не надел маску, хотя в последние 3-4 дня пользовался ею или закрывал лицо платком. По данным Индийского департамента погоды, в ближайшие 2 дня в Нью-Дели пройдут грозы, благодаря которым, как надеются синоптики, твердые мелкодисперсные частицы, загрязняющие воздух, на время осядут. Судно с более чем 14 тысячами овец на борту терпит бедствие у берегов Румынии в Черном море. Специализированное судно для перевозки скота Queen Hail под флагом Палау перевернулось в воскресенье при выходе из румынского порта. На борту находилось 14 600 овец. Спасти удалось только 33. Их подобрали из воды. Судьба остальных животных пока неизвестна. Они заблокированы в трюмах. По данным румынской прессы, судно прибыло из Ливии, а затем должно было отправиться в Саудовскую Аравию. Экипаж, состоявший из сирийцев, эвакуирован. К операции привлечены силы береговой охраны, военные, полиция, пожарные, ветеринары и другие службы. Власти уже начали расследование. Основной причиной инцидента считается перегрузка судна. А тем временем стрижкой овец и кладкой кирпичей британские политики борются за голоса избирателей. Борис Джон агитировал посетителей сельскохозяйственной ярмарки в Уэльсе. Джереми Корбин встретился с преподавателями и учащимися строительного колледжа. А бывший премьер-министр Тони Блэр назвал предстоящие выборы самыми нелепыми в своей жизни, а обе главные партии недостойными победы. О предвыборной гонке по-английски Сергей Берец.
Очередной сеанс хождения в народ британского премьер-министра Бориса Джонсона состоялся в валлийском городке Билд-Уэллс. Лидер консерваторов посетил сельскохозяйственную ярмарку, где постигал секреты мастерства стрижки овец. Его задача – набрать на предстоящих 12 декабря выборах такое большинство, которое позволит ему завершить процесс выхода из ЕС, то есть Брексита, без помех со стороны оппозиции в парламенте. В достижении этой цели Джонсон рассчитывает, в числе прочего, на поддержку фермеров. Глава лейбористской партии Джереми Корбин, следуя наставлениям учащихся и преподавателей строительного колледжа в Эшфилде, клал кирпич за кирпичом. У поклонников классического британского рока невольно возникли ассоциации с творчеством Pink Floyd. В понедельник стало известно, что около 40 популярных музыкантов подписали письмо в поддержку Корбина и его партии. В их числе Стормзи, рэперы Акала, Профессор Грин и группа The Farm из Ливерпуля. Бывший премьер-министр Тони Блэр, выступая в понедельник в Лондоне, заявил, что ни его однопартийцы-лейбористы, ни консерваторы не достойны победы на выборах, которые он назвал самыми нелепыми на его памяти. Британия, по словам Блэра, находится в состоянии хаоса и стала ареной уникального эксперимента. Британский популизм избрал целью своей политики Брексит, который грозит стать перманентным. 3 года назад большинство участников референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС проголосовали «за». Сейчас грань между сторонниками и противниками развода с Евросоюзом довольно размыта, и мало кто возьмется предсказать исход голосования 12 декабря. Еще один способ замены одноразовой пластиковой посуды придумали в Нью-Йорке. Растительные стаканы прямо с грядки. Есть ли будущее у такой разработки? Татьяна Гамузова. Архитектор из Бруклина Айдзаки Джун придумал новый, хотя скорее хорошо забытый старый, способ избавиться от одноразовых пластиковых стаканчиков. Он начал выращивать посуду на грядке. Это просто маленькие тыквы с тонкой кожурой, которым придали форму в процессе роста, а затем высушили. Но выглядят они вполне как настоящие стаканы. Такие бокалы можно использовать до 6 раз. И, разумеется, они абсолютно безопасны для окружающей среды. Люди веками использовали тыквы в качестве сосудов. Это то, что под рукой существует во многих культурах по всему миру. Ну и я подумал, этому можно найти применение. Команда Айдзаки занята проектом растительных чашек около 4 лет. Пока что на ферме в Пенсильвании они вырастили 300 штук. На формирование стакана или бутыли уходит около 6 месяцев. Так что о массовом производстве говорить пока рано. Сейчас архитектор ищет способ ускорить процесс и надеется однажды внести весомый вклад в борьбу с пластиковым мусором. На этом завершаем обзор мировых новостей. И переходим к новостям спорта. Всемирное антидопинговое агентство может отстранить Россию от участия в международных стартах на 4 года. Подробности узнаем у моего коллеги Власия Сергеева. Власий, когда будет принято решение по этому вопросу, есть ли уже какие-то конкретные даты? Василий, здравствуй. ВАДА планирует рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании, которое пройдет 9 декабря в Париже. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Если рекомендация будет принята, то спортсмены лишатся гимна и флага на соревнованиях, а России будет запрещено организовывать крупные турниры. Напомню, в сентябре исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии российского антидопингового агентства в связи с обнаруженными изменениями в базе московской лаборатории. Решение по данному вопросу будет принято на внеочередном заседании в Париже, которое пройдет 9 декабря. Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин отметил, что железнодорожники имеют ряд проблем перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции. Встреча между железнодорожниками и «Байером» пройдет этой ночью в Москве.
У нас есть проблемы сегодня, это стоит признать. В первую очередь это касается травм. У нас выпали основные футболисты. Насчет остального, календарный год закончится, мы проанализируем наши проблемы. Они проявляются в связи с тем, что была неоднородная подготовка к сезону. Например, одни готовились к завтрашнему матчу полным циклом, другие недельным. Сборники вообще приехали накануне. Это сыграло роль, но это часть жизни и футбола. Мы готовы к завтрашнему матчу, сказал Семин. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 94-69 победили Нижний Новгород в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Остапкович, набравший 16 очков. Для ЦСКА эта победа стала пятой к ряду. Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице, одержав 6 побед в 8 матчах. Нижний Новгород идет 10-м, одержав 3 победы при 4 поражениях. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с казанским «Униксом», а новгородцы дома примут подмосковные «Химки». Санкт-Петербургский СКА одержал победу над пекинским Куньлунем в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей взятие ворот провели Артем Зуб, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов и Йонас Кемпайнен. Единственную шайбу китайской команды забросил Спенсер Фу. СКА продлил победную серию до 6 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 42 очка. Куньлунь идет 10-м на Востоке, набрав 31 пункт. В следующем матче СКА на своем льду примет Сочи, а Куньлунь дома сыграет с омским «Авангардом». В других встречах игрового дня континентальной хоккейной лиги столичный «Спартак» на домашней арене со счетом 1-0 выиграл у нижнекамского «Нефтехимика». Автором единственного гола стал Робин Ганзел. Омский «Авангард» на своем льду отправил 3 безответные шайбы в ворота подольского «Витязя». Результативными бросками в этой встрече отметились Семен Кошелев, Тейлор Бек и Евгений Грачев. Сегодня мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 9-го тура Высшей лиги России сыграет со столичной командой «Красная гвардия». Встреча состоится на площадке спортивного центра «Старт» в Московской области. В данный момент якутские футболисты занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В активе команды 2 победы и 3 ничьих при 3 поражениях. Столичный клуб располагается на предпоследней 15-й позиции, имея в активе 5 пунктов. Стартовый свисток матча «Заря-Красная гвардия» прозвучит сегодня в 23:00 по якутскому времени. Трансляция игры будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Якутянка завоевала бронзовую медаль открытого Кубка России по вольной борьбе на призы главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. Соревнования прошли в Чебоксарах. Как сообщает «Спорт Якутии», в турнире приняли участие 5 якутских спортсменок. Лучшего результата добилась Севиль Назарова, поднявшаяся на 3-ю ступень пьедестала почета. Якутянка провела на чувашском ковре 4 схватки. В ее активе 2 победы при 2 поражениях. Отмечу, что в этом году Назарова становилась призером всероссийского турнира в Красноярске, а также чемпионата России, который прошел в Улан-Удэ. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Власий, спасибо. А я напомню, что о событиях в спорте нам рассказал мой коллега Власий Сергеев. Мы двигаемся далее, переходим к новостям культуры. В Алдане стартовал 26-й фестиваль детского театрального творчества «Золотая сказка». На суд жюри «Мастерство перевоплощения» представят порядка полусотни детских и школьных коллективов. И сейчас в Театре юного зрителя находятся наши коллеги. На связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй. Как проходит погружение в волшебство детства? Василий, приветствую. Колдуны и феи, игрушки и дикие звери, добрые и злые герои любимых с детства сказок оживают. На сцене Алданского театра юного зрителя спектакли, мюзиклы и пьесы уже представили несколько детских коллективов. «Золотая сказка» остается любимым фестивалем для детворы, отметила старший воспитатель детского сада «Дельфин» Любовь Демурина. Я знаю, что наши детки с удовольствием выполняют роли. Они ответственно к этому относятся, они волнуются. Они вот до спектакля прям говорили: ой, мы так волнуемся, мы так стесняемся. А на сцене так всегда раскрываются и выполняют свои роли. Просто замечательно.
Подготовка к «Золотой сказке» начинается задолго до фестиваля. Маленькие артисты вместе с художественными руководителями репетируют, мастерят декорации, шьют костюмы. Все задумки держатся в секрете до последнего. Фестиваль «Золотая сказка» продлится несколько дней. Мастерство на сцене Тюза представят воспитанники детских садов Алдана, Ленинского и Лебединого. А таланты юных артистов отдаленных поселков жюри оценит на выездных смотрах, отметил режиссер театра юного зрителя Евгений Гузман. Ну, знаете, фестиваль – это всегда радостно. Радостно, потому что люди, все те, кто еще не приобщился к театральному творчеству, имеют эту возможность и переобщаются вот здесь и сейчас, в данный момент. Они гораздо глубже изучают суть нашей работы, нашей профессии. Это возможность побывать в закулисье, узнать, как работают разные цеха и все прочее. Я думаю, ребятам это интересно. В последние годы к коллективам дошколят присоединяются школьники. «Золотая сказка» – фестиваль районный. Однако в Алдан людей посмотреть и себя показать приезжают юные артисты из разных уголков Якутии. Василий. Татьяна, благодарим за обзор мероприятия. На прямой связи были наши алданские коллеги, а о мероприятии рассказала корреспондент Татьяна Вахнина. Итак, в завершении о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сейчас минус 27 градусов. Облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В Ленске чуть холоднее, минус 28. Сильнее и ветер, он там дует со скоростью 4 метра в секунду в порывах и также облачно. Облачно и в Мирном, и еще холоднее, минус 31 градус. Ветер также, как и в Ленске, 4 метра в секунду. Но тепло сегодня в Нерюнгре. Облачность там переменная, температура остановилась на отметке минус 36, ветер 3 метра в секунду. И в Якутске минус 30, облачно, ветер 2 метра в секунду и без осадков. На этом мы завершаем выпуск. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.